Битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны. Она продолжалась 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года, 442 дня. Малгобек стал местом, где фашистская сила дрогнула и начала отступать, рассказывают ребятам. Здесь на Кавказе у нас шла война с немцами, в ходе которой погибло и с той, и с другой стороны около 700-800 тысяч человек. Эта выставка, посвященная битве за Кавказ, которой в этом году исполняется 80 лет, собрала юноармейцев и школьников. Основу композиции составляют фотографии и документальные материалы, рассказывающие о героическом прошлом советского народа. Именно во время Второй мировой войны немцы старались захватить именно нефтяные месторождения, потому что для того, чтобы вести войну, чтобы продолжить войну, им была необходима нефть. И поэтому Кавказ тогда, в то время, 90% нефти всему Советскому Союзу поставлял Кавказ. До этой выставки Самира Алиева была уверена, у войны не женское лицо, но здесь она узнала, женщины гибли не чаще и не реже мужчин, которые, как ни старались, но не могли помешать тому, чтобы хрупкие девушки не сжимали приклад винтовки или штурвал самолета. Один из стендов выставки как раз посвящен знаменитым ночным ведьмам, защитницам Малгобека и Кавказа в целом. Мне очень понравилась наша выставка, все очень хорошо объясняли. Больше всего мне понравился полк, состоящий из всех женщин. Я даже не знала, что такие бывают. И всего лишь это составляло 13% от всех людей, то, что там были. Хотя эти 13% составляли 760 тысяч человек. И это еще не все. Есть много незарегистрированных. Я узнала о нападении на Сарапши, узнала, сколько танков погибло у немцев, и так мало шло танков у наших. Во время обороны Кавказа численность немцев в разы превосходила советские войска. Против 120 наших танков, 1130 машин вермахта. Силы были неравны и в воздухе. На 130 советских самолетов, 1000 люфтваффе. Но несмотря на это, Красная Армия смогла принести серьезный урон врагу. Советские солдаты немцы Ваймашер, Хоздат, 52-й полк, 150 немецкий эсэсовский танк, целая бригада. Вечер 16 потерять, 45 танк потерять. Такие переносные выставки Музей боевой славы планирует провести во всех школах города, чтобы подрастающее поколение знало и помнило, какой ценой ковалась победа и какую роль в этом деле сыграл город воинской славы Малгобек, почетное звание которому присвоили 16 лет назад, 8 октября. Ну, мы считаем, что каждое поколение, оно, во всяком случае, должно знать свою историю. Что касается нас, именно Малгобека, здесь держали врага, героически сражались, особенно 9-я армия. Буквально через месяц, сентябрь, до в конце сентября уже через месяц боев, от которой практически ничего не осталось. 44-я армия, 58-я, 37-я армия. Планы немцев не увенчались успехом. Операция под кодовым названием «Эдельвейс» оказалась провальной. Каждый метр земли рядом с городом воинской славы до сих пор хранит следы памяти о Великой Отечественной. Тамара Хашагульгова, Султан Магушков, Новости 24.